Нас мало, літості не чекайте. Конец 15 століття, інтенсифікація почалася з усходу. І тут же з'явилися німці. У російців була тільки конниця. Це вот типовая монгольская побудова Орды. Великое княжество это была Шляхетская республика. Гетман Константин Острожский рушив наперед. Притым Гетман перший выступил с промовой перед боярами. Так вот, сидят наши люди за что? Что вышел на демонстрацию с червоно-белым значком, что подавайку в интернете поставил. Им 6 год, вы экстремисты, вы террористы, а на самом справе не полонные. Так вот, мы повинны ведать битву Подорожья, мы повинны ведать нашу историю. Это гонор нашего основания, это гонор нашего роду. Запрошую до слова Зінона Станіславовича. Добрый день, уважаемые сябры. Вітаю вас усіх у знакомитий день. І якраз про його я хочу розказати, бо це знакова подія, це знакове свято, але воно таким стало недавно. І любая історична подія, вона має історичне значення, сенсовне, так як оцінює її історики, і потім вона має значення, яке оцінюється нащадками, і воно, це значення може не совпадати з історичними аспектами. Приведу приклад. Усе 20 століття, улічуючи, що ми були під російською окупацією, і під впливом російської комуністичної ідеології, а Совєтський Союз змагався з німцями, то популярною знаковою історичною подією для нас була битва під Грунвальдом. От Грунвальд. Это все ведали. У 4 класі в історії вже було написано. Ну, там було написано вельми смішно, я якраз вчився в той час, что решающую роль отыграли русские смоленские полки. Вот. И люди же ничего не знали. Люди не верили, что Смоленск – это знаменитый белорусский город, это, кажется, столица Кривичанская, была она первая столица в СССР. Вот. Але вот такая была идеология. И советская идеология не забороняла, потому что немцы были на тот час, 20 століття, вороги. І ось знакова система була під Грунвальдом, що наші предки воювали, що ми таку перемогу принесли. Це правда. Це була вельми важна перемога, тому що історія показує, що від самого початку, ще коли була полоцька земля, боротьба йшла на 2 кінці. З одного боку німці, мається на увазі тевтони, перш за все, з другого боку монголи, і потім, пізніше, коли вже монгольська орда спинила існування, Московія, Московське царство. Боротьба йшла весь час на 2 кінці. Це історичний факт, історичний аспект, засвідчений історією, професійними істориками, все це ми відаємо. І от історія так само показала свої пріоритети, коли змінилася ситуація. Тоді, коли німці, коли Московія особливої ролі не відігрувала, а Орда, вона зламала, кажуть, зуби над білоруськими замками в білоруських лісах, вона поводила себе, заняті були своїми справами. І основний ворог були німці. Вспомните Давида Городенського, яка була. Давид Городенський – це знакомитий, ну, може, хто не ведає, знакомитий білоруський рицар. І він увесь час воював з німцями, і його девіз був такий. Коли він збирав свою дружину і йшов на німців, він писав епістолу, письмо «Нас мало, літості не чекайте». Отакий був його девіз рицарський. Так от, коли зміцнилася Московія,
и начала нападать на белорусские исходные земли, появилась великая небезпека, и тогда приоритет у небезпеці пересунувся на всход. С немцами уже, я кажется, не тая была ситуация. Немцы уже не оказывали такой великой небезпеки, особенно после Грунвальда. А это 15-е столетие, 410 год. А вот возникла великая небезпека з усходу. У 1490 году официально Орда спинила своє існування. Хан Ахмед ще попробував примусити Москву платити дань, нічого не отрималося, москалі його прогнали, і після цього все, Орда покинула у спокої Московську Орду, будемо так казати, Московський улус, і вони почали експансивну політику нападати на белорусские земли, на Великое княжество. І це почалося одразу, от конець 15-го століття, інтенсифікація почалася з усходу. І тут же з'явилися німці. Тут же Габсбурги, тоді Максиміліан І був, тут же почали дипломатичні перемови з Іваном III, з Московією, як сумісно знищити Велике княжество. Це тоді, уже у початку 15 століття. Зауважте, що ця політика від самого початку 12 століття німці з одного боку, монголи, а потім Московія з другого боку, вона протягується по сьогоднішній день. Виключенням було тільки 20 століття, коли були дві сусідні війни. Це усе зостається. Так от, тоді з'явилася така вже дипломатична з'ява, що рихтовали, немцы серьезно за опорой на Московию и, так сказать, свои территориальные там претензии. Так само была задача. Это была самая великая держава на всходе Европы. И вот это привело до того, что погроза стала вельми небезпечной. И у 12 году, 1512, почалася довольно такая серьезная война с этой московским княжеством. И на початку пішла боротьба за Смоленск. Двойчі атакували Смоленск, и двойчі Смоленск не здався. Двойчі Московія там терпіла пораження. Третій раз знайшовся зрадник, який зрадив, відкрили брами, і Московія захопила Смоленск. І от тоді, коли захопили Смоленск, і тоді почалася вже атака серйозна на Великое княжество. Было собрано великое войско, 80 тысяч, на чолі з відомими московськими воєводами, і вони поступили на нашу землю. Треба було давати отпор. И отпор был даден. Это вот знаменитая Оршанская битва, про которую мы будем говорить. И она закончилась полной перемогой белорусского войска, войска Великого княжества Литовского. Притым перемога была разгромная перемога. Притым Великое княжество воины показали вельми оригинальную тактику, технику борьбы. И вот эта подея, она стала знакомитой во всей Европе. Потому что утрая большее войско Московии потерпело страшенное поражение. С 80 тысяч 40 тысяч были забиты. И на протягу 8 литовских миль, там от 60 километров гнали, рештки этого войска иссекли. Это великая перемога, и она отозвалась звоном во всей Европе. И треба сказать про значение этой битвы в первую чергу. Но первое, что была спынена, часово спынена экспансия Москвы. И они отримали, что называется, по зубах. Это не значит, что эта экспансия была спынена увогуле, але был спынены імпет. Это вельми важная перемога у моральном сенсе, потому что она показала узровень,
узровень войска, узровень духа, узровень тактики. Увесь свет, вся Европа про гэта даведалася. І Вялікае княства атрымала вялікі маральны здабытак. Это вельмі важно было для дальнейшей войны с Московией. И другой момент, что расстроилась компания Габсбургов и Московии. Потому что Габсбурги были готовы, когда, скажем, под Воршей Москве выиграли, то Габсбурги уступили в войну, и нам было вельми тяжко. Когда Габсбурги убачили, что ситуация такая, что Великое княжество дало моцно по зубах, все, они тут же отступились. Это не значит, что эта политика скончилась немецкая. Праз 200 годов, не более, праз 300 годов они поделили Великое княжество разом з Россией, з Московией, якая кіравалася нямецкай імператрицей. Немцы мало того, что в своей политике вели дипломатичные, они еще зробили свою особую імператрицю. И вот это вырашило питание, когда знищили Великое княжество Литовское. Это я трошки забег наперед, как показать, что у початку 16 століття эта битва дала махчимость нашему Великому княству протривати еще 250 годов у боротьбі, безумовно, у боротьбі, але вона дала сили, дала імпет, дала підтримку ще у світі. Нагадаю, что 16 століття – это золотый век Великого княжества, это золотый век нашей культуры. Это и готика, и ренессанс, это и театр, это и литература, это и скорина, это все. Этого могло б не быть, когда под Воршей было поражение. Вот это вельми важный аспект. Еще треба разуметь вот что мы зараз живем у 21 столітті, ми цікавимося політикою, розуміємо, які соотносили сили, яка є Польща, яка є Білорусь, яка є Україна. І ці якби уявлення ми автоматично, несвідомо переносимо на історію. А історія була зовсім не така. У початку 15 століття, у початку 16 століття Польща була маленькая країнка. Нічого не вирішала, як сила воєнна, як сила культурна. Усе вирішала Великое княжество Литовское. Это была наимогутнейшая держава, наимогутнейшая культура, ренессансовая. Тут друкование почалось. Вот это важно. Ну и что дотычется Московии, это увогуле ще була зовсім дикая варварская країна. Про яе ў Европе увогуле даведаліся толькі пасля таго, калі яна падоршай пацярпела паражэнне, і Гімон Стары, сустракаючыся з імператарамі рознымі, расказваў, што Московія это варвары, это дикари, они на грэбах сядзяць. Толькі тады про іх даведаліся. Центр православия, митрополит, митрополит, все было великим княжеством. Тому треба розуміти, що наша історія, та старожитна, відносини ті, вони не координуються з сучасними відносинами. Зараз ми, білоруси, зменшилися як шагренєва скура, маючи велізарнішу культуру під собою, велізарнішу історію. Вот. Гэта трэба таксама нам разумець, але зноў жа паўтараю, што калі б не бітва пад Оршай, калі б не эта перамога, то, может быть, нам этого золотого века было б меней. А може його увогуле не було б. Може ми весь это стагоддзі толькі тым займаліся, што абараняліся ад маскоўцаў. Мы абараняліся, але адначасна рабілі вялікую культуру, і якая уплывала на всю заходнюю Европу. Ну, вы добре ведаеце, што значить статут Великого княжества Литовского. Такого збору закону ні одна європейська країна не мала після римського права. Не користались з наших законів, з нашого статуту Великого княжества, який мав 3 редакції. І повторяю, що не могло возникнуть такий твор права на пустым месте. Повинен бути базис, повинен бути соціальні, політичні відносини, які дають можливість адлюструвати це у праві.
Так от, що у нас було. А крім того, Велике княжство – це була Шляхетська республіка. Выбирали князя, выбирали маршалку, выбирали суддів, было Магдебургское право, были вольные города. И не было Варфоломеевской ночи. У нас не резали католики протестантов и православных. Хотя стычки были, так, Московия, там, кажуть, провоцировала это, але такого не было. Вот что это была за країна и что обороняли у 1514 году наши вояри. И теперь коротко про саму битву, як вона відбувалася. Значить, тут треба улічити вот що у історії найбільше написано, розпрацьовано польськими істориками про цю битву, ну, відповідно, русскими. Ну, що дотичить русских, то там нема чого писати, просто міфологію придумували. Вот. Но тим не менш. Чому так здарилося? Тому що увесь час Беларусь була під окупацією. Не мали вольної незалежної держави. 3 годы с 91 по 4 год мы больше-меньше Республика Беларусь имела незалежность, и за эти 3 года десятки книг по истории. Своя концепция появилась, все так пошло одразу. А как это было 30 годов? А 30 годов рабства мая. Так вот, увесь этот час не было можливости адлюстровать правду своей истории. Она была подпольная, так как и теперь. Вот. И польская история, покольки яны раней мели незалежность, в 20-30-е годы, они больше деталёва все это описано, все это в них есть. Але концептуально, коли теперь наши историки начинают докапываться до правды, як було в речаїсності, я зовсім виглядає не так. Тому що крім реальної історії, яка є, є ще політика. І політика хоче опиратися на історію. Але для того, щоб ефективно опиратися на історію, треба створити міфологію. Тому що історія часом суперечить політиці. І тому міфологія, яка створалася з польського боку, я вже не кажу з російського боку, я про це ще скажу, про Карамзіна. Вот. Так вот, эта история показывает, что так как мифология была, что русские полки там смоленские были, это все глупство придумано, так и тут фактично это была перемога бояров Великого князства. Их было 30 тысяч. Реально 4-5 тысяч были то, что в истории польской называется поляки. Але гэта былі наёмныя войскі польскія. Ім плацілі грошы. Это не было тое рушэнне, калі шляхта ішла са сваімі зброяй, сваёй коньмі за сваю свабоду, за сваю бацькаўшчыну. Гэта былі за грошы. 2000 было швейцарцаў наёмного войска і 4-5 тысяч было наёмного войска польскага. Это трэба улічваць. Это наша перамога, потому что мы взяли наёмнікаў, как яны под нашей командой робили то, что мы хотим, мы ему платим гроши. Это факт, ну, так как бы старается. Были поляки, конечно. Но ситуация это має великое значение. Так вот, что отбылось? Войско рушило до Ворши. Русские уже там были, они назад перебрались через Днепр, выбрали вельми хорошую позицию. Вот, и чекали войск. Наших войск было 30 тысяч. Что там было? Там были рыцарские, значит, ну, тяжкие рыцари. Вот. Там была легкая конница. Там были, что вельми важно, пехота, притым больше 2000. С аркебузами, с пищалями, это вельми важно. И были гарматы, была артиллерия, притым тяжкая. Гарматы мы, белорусы, виробляли сами. Не свіжі там усюди. Виробляли сами и были майстровые пушкари. Ну и кавалерия. Так вот, когда подошли до Днепра, там уже за Днепром стояла эта орда. Что было у российцев? У российцев была только конница. Это вот типовая монгольская побудова орды. Только конница, трошки там було артилерія легкої, і більше нічого.
И паколькі Орда была великая, яны, конечно, разумели, что як только супротив их выйдет вот это литовское войско, они просто его сдушат и скинут в Днепр. Вот такая их была тактика. Что робит гетман Острожский? Яны пришли до берега Днепра вечером и сходу, не отпочиваючи, переправили 2000 конников в плав. Российцы глядят, переправляются в плав. Ага, значит, они уже тут занимают позиции. И специально планировали там конники, как москали бачили, что тут отбывается переправа. А на самой справе, ночь за 5 километров далее, там Днепр такую луку огинает, торопили 2 понтонные мосты, и через понтонные мосты переправили все войско, переправили артиллерию. И до 9 годин раницы по другим бережьям перешли сюда и выстроились перед Москвой. И москали уже убачили в 9 годин, что войско спротив, они еще не разумели, что откуда их так, они думали, что это только 2000 переправились. И один из воеводов указал другому, что треба их разбить. А через ним был такий, и он решил, что мы всех их, вот, треба почекать, як усе, и они думали, что, ну, тут, что тут говорить, мы же сильные. Вот. Ну и вот выстроилось это войско, началась битва с 9 годин. Она описана подребязно. Эта битва вошла во все подручники военной истории. И выкладали в университетах. Это, ну, такая з'ява, яка хрестоматийна. Тому я не буду рассказывать про детали, а сама сутность. Что, коли выстроились гэтые войски, першие почали бойку наши, вот, ну, разные были цікавые речи, например, с одного фланга там проходили конники на другий фланг, фланируючи перед фронтом Челядина, они не разумели, что отбывается, они сбоку знали. Одну тактику показывали вельми хорошую. И вот самый кульминационный пункт, я не буду тут описывать разные там детали, але самый кульминационный пункт был тогда, коли основный полк, яким командовал гетман Константин Острожский, рушив наперед. Притим гетман перший виступив з промовою перед воєрами. Промова по-білоруську була, до речі, коли тут які-небудь москалі будуть нечто казати. Вот. Он был, Острожский был великим патриотом Великого княжества. Великим патриотом, я про его что расскажу. Ведь он, он был вельми активный человек, пассионарный и харизматичный. За ними шли на смерть, за ними шли, он вел. И вот он выступил с промовой, и после его промовы рушили. И что отбывается? Они рушили на москалев, вот завязалась бойка, и в этот час раптом уся эта конница литовская все почала утекать, отступать. И не разобрались, они инстинктивно кинулись услед. И Челядин убачил, что, ну все, они, значит, струсили и всю свою, весь эти полки в основном, які стоял, кинули удогонку. Потому что Днепр был за 200 метров. Этим полком, этой ордой 80 тысяч, они знали все и скинули по Днепр и концы було. Але гетман Острожский зробив это специально. Притым гэта ведали только некалькі чалавек. Ён ведаў яшчэ, это вельмі быў вялікі секрет. У лясочку непадалёк яны поставили гарматы, так? И поставили пехоту, якія стреляли из этих пищками, из аркебузов. Это новая не только артиллерия, а вот уживание пехоты, это было новое. Потому что, появляется, войска это утекали, москали за ними бегут, и перед этим лесочком, где была артиллерия и пехота, они развеянно расступились и пошли на фланги. И как только они расступились, бабахнули гарматы. Просто по натовпу. И тут же пехота начала стрелять с пищалем. Ну, они там на несколько десятков метров там стреляли, убойная сила их была, але они могли забить коня, когда стреляешь с пищали. Это довольно кусок свинца был. И вот гэтые наушенные войска, 2000 было, они открыли такой огонь с гарматов и с пищалев, что вся эта орда, она смешалась. Она смешалась.
І ў гэты час, калі змяшаліся, вельмі сінхронна ішло. Як толькі яны змяшаліся, бо яны змяшаліся, але ж это войска не маглі потым выстроіць свае рады і гэтак далей. Тут жа з флангаў ударылі па іх. І калі з флангаў ударыла кавалерія, яны безладна пабеглі ўцякаць. Шалянін яшчэ нешта крычаў, каб там спыніцеся, яго ніхто не слухаў. І вот уявіце, уся эта орда кинулася ўцякаць. І тут усе полки, якія былі ўсе, яны былі падключаныя і гналі. Но гісторыя паказвае розныя. Быццам бы з літоўскіх міль, там 60 кілометраў гналі. Вось этим разе гналі до вечара і секлі. На полі аршанскім подлічылі 40 000 трупаў. Полова орды была знішчана. Остальных добивали, кто разбегся по лесам, селяне добивали вилами. Вот так закон. Так, усе трапили, усе челядні, усе воеводы, усе военачальники, обоз, усе трапили в полон. 5000 было. Страты з нашого боку, з белорусского, 5000 рыцарів. 400? Нет, пробачьте, я неправильно сказал. 500 рыцарів. Некоторые кажуть 400 рыцарів, некоторые 500. Ну, звичайних там кавалеристів, там піхоти, там не приводяться. Так само були страти, але саме істотне – це тяжкий рицар. У гэтым войску 14-15 стагоддзя, 16 рыцар – это можна параўнаць, як сёння тяжкі танк. Один рыцар – это вельмі великая збройная сила. И тому мы стратили вот 400, там 500 рыцараў, ну и 40 000 было побито всего этого войска. Ущент. Вось эта перемога, яна, ну, здзівіла всю Европу, потому что тут же была. И эта перемога дала вельмі великий, ну, импульс адчування такой самодостатковости и для вояров, и для людей. В общем же, князство это ведали, все, что мы можем, мы моцные, все, и что Москву треба душить. Так вот я говорю, что великая перемога, что она сама по себе была перемога, а еще вельмі важна моральный аспект. Вот это вельмі важно. И далее несколько таких цікавых моментов. У полон трапил вот этих челядин, там все военачальники, и русский царь загадал их лечить мертвыми. Раз они трапили в полон, все, мы их и никого не выкупили. Ни одного человека. Если все померли в полоне, то никакого челяднину. В 52-м году, 30 годов в этом полоне, ну раз в полон, все. Для их людей, вот это я не выпадково кажу, потому что сегодня то же самое. Сегодня то же самое, это та самая психология, это та монгольская психология. Когда Чингисхан реформовал свои войска там, на десятки, сотни, все, то так. У десятцы, когда некто здрадживал, забивали всю десятку. Это элементарно было. Вот такая была психология. И тут, як было на самой справе, скажем, с нашими полонами. Гетман Константин Острожский. Гетман Константин Острожский, ён прадстаўнік старажытнага тураўскага роду. Яны паходзяць з Тураў. Яго продкі аселі ў Астрогу, это Волынь. Ён, Константин Острожский, быў жанат, не ён, яго бацька Іван, быў жанаты на Васілісе з двора Смоляны под Оршей. Ну, ведаеце, Смоляны под Оршей. Вот, это была шляхтянка Василиса, и тому по своему походжению, по своей крови, Гетман Острожский, он уже был наполову литвин, наполову белорус. У 26 годов он трапил у Вильню, у двор великого князя Казимира. И користался великой повагой, потому что он был толковый, он выполнял доручения, и врешті-решт князь его зауважил, и пайшли на його, кажуть, чини, особливо після перемоги над татарами, очаками. І він отримав велику посаду. І у 37 років, а це 97 год, він був призначений гетманом Великого князства. Это в всю историю, как такие молодые гетманы 37, это только был Острожский.
І от він був призначений повторяю, в 97 році. У 500 годі гетий гетман Константин Острожський випадково був вимушений, це була така річка Ведрич, там, де ближче до Псковщини, стикнутися з російським військом у 40 тисяч воєнних. А їх було 4 тисячі. Можна було, звісно, виграти і так. Звичайно, білоруси вигравали малими силами, але російці їх посекли. І у полон взяли Острожського і шмат воєнів. Острожський трапив у полон. І до 506 року був у московському полоні, сидів там, я не знаю, в склепі сидів. Потім з ним почали перемови попи російські, там з Вологди, там і інше. І намовили його, бо він був вельми православний, щоб він прийняв присягу перед русским царом і почав йому служити. І от Константин Острожський, будучи в полоні, походився з цими попами, принес присягу русскому цару. Русский цар дав йому боярство, дав йому можливість контролювати там військо, і на наступний год він утек у Литву. Константин Острожський. І коли він утек у Литву, тоді був Гегемон Старий, великий князь, який надавав йому це гетманське. Гегемон прийняв його і вернув йому гетманство. Ви розумієте, яка різниця між Москвою? Этим наплевать на своих воеводов, их немає, они мертвые. А этот был у полоні, вернувся, отримав гетманство і потім ще виграв битву під Вож. Я этот факт привел для ассоциации с ситуацией сегодняшнего дня. Что такое трапить у полон? Ты трапил у полон, ты не свободный. С тобой распоряжаются твои вороги. Ты не можешь сам вырашать нечто. Не можешь, у тебя связана воля. Потому что когда ты нечто не так будешь, ты что, ну тебя забьют, там тебе что. Ты полонный. Ему пропоновали, как корытовое житье, ну, присягнул цару. Это не выбор вольного человека, это выбор полонного, как выратоваться. Это выбор подневольного. И он правильно зробив. Потім утек у Великое княжество, обманувши их москалей. Потому что это варвары, это бандюги, они его тримали. Он не мог вольно выбирать. Он вымышленный был это зробить, и зробив правильно. И вот был такой историк Карамзин. Это Карамзин, и он написал мифологию русской истории. И он специально ставил задачу сделать историю государства российского так, как и настояло российским интересам. Поэтому то, что написал Карамзин, можно не читать. Это все фикция. Вот. Так вот, этот Карамзин был вельми обуренный. Он в своей истории писал, что Острожский он был вельми ярый ворог Москвы, он вельми великий был подрод Литвы, но вельми подлый человек, он порушил вот закон, клятву, даденную там сказать цару и так далее. Вот их не было разумения, этих варваров. Так вот, сидят наши люди за что? Что вышел на демонстрацию с червоно-белым значком, что подопайку в интернете поставил. Им 6 год, вы экстремисты, вы террористы, а на самом справедливые полонные. Их засудили, за что их засудили? Они что-то заробили. Их просто схопили, и они сидят. И вот им кажут, подпишите покаянную, попросите. И у некоторых возникает гонор, да все это глупство. Учитесь у Острожского. Вот что треба робить. Хочете банди отримати покаяння? Пишіть покаянную. Вони ж вас зв'язали, вони ж вас посадили в темницу. У вас нема воли свободной. Это ихная воля. Вот и пишите им то, что не хочет по их воле. Вы хотите на свободу и выиграете битву под Воршей. Вот Острожский показал, что треба робити сьогодні з этими варварами, які 50 тисяч наших білорусів тримають у турмі. Это элементарные речи. Так вот, Острожский был такой человек. Он был вельми великим патриотом Великого княжества, вельми великим, и был патриотом православия. До речі, церкву будував. Вот.
І ён памёр, будучи гетманом, памёр у 70 гадоў, ось, і пакінуў па сабе ось такую немінучую славу, якую ён прынёс нашай Беларусі, нашай гісторыі, і прыклад служэння для сваёй дзяржавы. Вось такі быў гетман Астрожскі, і такая была перамога Падворшай. Ну і вынікі, пра якія я вам расказваю. Яшчэ ў канцы я хочу сказаць вот што. Што гэтая бітва, вялікі князь Жыгімонт і кароль, яны таксама з войскам падышлі і остановиліся ў Барысаве. Там где-то по 3000 войск асталося, ён не паехаў пад Воршу, а ён быў у Барысаве. Акрамя таго, вакол яго там яшчэ ехалі некаторыя еўрапейскія падарожнікі, назіральнікі, скажем, ну, даволі такі вядомы Сігізмунд Гельберштейн. Ён пакінуў свае заметкі об государстве Московии по дороге. Вельмі цікавая. Так вот, Гельберштейн быў сведкам гэтай бітвы. Вот. Акрамя таго, яшчэ быў такі мастак Ганс Крейн. Ён быў прыдворным мастаком у Ягеллончыка, які быў каролём венгрым. І ён прыехаў таксама. І ён быў якраз у гэтай бітве, калі можна карціну. Што цікава, што гэты мастак, ён адлюстраваў там сам сябе. Ён там сядзіць і робіць калірыроўку. Мастакі, калі, скажем, хочуць рабіць маштабныя нейкія азнакі там, то яны пальцамі так меряюць, колькі як на карціне. Вот ён меряе там у візе, ён відаць, гэты чалавек, і мастацтвазнаўцы ўсе лічаць, што гэта ён намаляваў сам сябе, гэта Крейн. Потым, што характэрна, гэта карціна была напісана відавочцам, які сам там быў. Яна своеасаблівая. Гэта не матэйкаўская бітва пад Грундельдам. Бо там у Матейкі гэта взяты панорама, карціна, сюжэт, это звалка, дзе ўсе змагаюцца. І гэта зусім другая карціна. На гэтай карціне адлюстраваныя усе перыяды бітвы. Это як комікс усё роўна. Вот з правага боку это пачатак, вот дзе пераправа. Потым, што адбылося ў сярэдзіне дня, потым, што адбылося пазней, потым уцёкі унізе, свалка ўсё, потым это уцёкі маскалёў. Гэта пачатачкі, прытым чытаецца зверху уніз. Гэта такая карціна, якая тады ж не было, відэа нічога, яны і кіно не было, яны адлюстравалі на адным палатне усю гісторыю бітвы. Удараем, што гэта не карціна самой бітвы, а гэта працэс. І ён па частачках паказвае, як дзе што было, за якім часам. І мастак нават сябе намаляваў так. Вот эта картина, и она находится в Музее народовым, как кто не ведает, можно ее поглядеть. Для нас она важная, вот тут иллюстрована вельми важная частка нашей истории. Ну и вот, теперешний час показывает, что знаковая подея для нас уже не Грунвальд, хотя Грунвальд остается, а знаковая подея – битва под Воршей. Потому что зараз идет война вот с этими варварами. Война идет на Украине, оккупована Беларусь. Все будет залежать от того, кто выиграет эту войну. Нам треба выиграть эту войну, помогать Украине. И тому это для нас вельми важно зараз. И то, что мы сегодня означаем, про это говорим, потому что мы это усведомляем, что это важно, как это память, якая осветляла нам шлях. Это вот та память, якая морально нас поднимает и говорит, что мы не мусим згинуть, мы не мусим этому поддаться, мы повинны этому змагаться. Вот, так как змагались наши вояри. Я потом повторяю, окремя там 5-6 тысяч наемников, это было все посполитое
крушэнне шляхецкае, скажем, Юрый Радзівіл, ён кіраваў конніцай. Кожны ж магнат, калі ён меў землю, ўсё, ён па закону павінен выставіць пэўную частку воіна, ўсё. Вось так змагаліся нашы продкі. І паслухайце, чаму я про это кажу, і чаму это для нас важна, як шляхта выхоўвала і паны, бо паны гэта не проста паны, паны гэта была катэгорыя шляхты. Скажем, у Астрожскага вялікі князь присвоил титул пана Віленського. Это высшая элита шляхты. Это треба разуметь. Так вот, паны выховывали своих детей так, и шляхта так выховывала. Подрастало дитя до 13 годков, когда уже начинает думать. Я его вез в геральдичную залу и сказал: вот это твой продок Сігізмунд. Ён загинув під Грунвальдом. Ён кіраваў Харугвай. А вот это твой продок. Ён Мацей, ён быў падчашаю Вялікого княства літаўского. А гэта твой продок, ён быў суддзёй у Волковыску. А гэты быў там, гэты загінуў там, а гэты там, а гэты там. І ён праводзіў этого хлопчыка і паказваў яму ўсіх продкаў, чаго хто варты. І нічого не казав. І хлопчик пішов і розумів, що за імі стоїть гонор продків. Він не може бути горшим. Він не може бути горшим тих, які загинули під Грунвальдом. На їм гонор роду. От так виховувалося. Так от, ми повинні ведати битву під Оршею, мы повинні ведати нашу історію. Это гонор нашего існування, это гонор нашого роду. Ми повинні змагатися і розуміти, що за нами продки, які забезпечили нам існування. Ми існуємо, може бути, тому що я не гинули. Вот это нам важно знать. І для чого нам треба ведати це знакове свято, відзначати, писати і не ставляться. І Білорусь жива і буде жити. Живе Білорусь!